Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами бразец Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной расійскі палітолог беларускага паходжання Дмітрый Балкунец. Прывітанне, Дмітрый. Прывітанне. Дмітрый некалькі дзён таму пакінуў Маскву пасля таго, як стала вядома аб тым, што яму пагражае фізічная расправа. А фізічная расправа магла пагражаць тым, што у Беларусі генеральнай пракуратурай супраць Дмітрыя Балкунца была заведзена крымінальная справа за абразу Александра Лукашэнкі. Мы про гэта на Свабодзе, Дмітрый, уже писали, про вашу справу, до вас нават тэлефанавалі, вы трошки каментавалі. Давайте зараз конкретно про ваш ад'езд поговорим. Ці вы можете уже говорить, где вы зараз знаходзіцеся? Да, я в Варшаве нахожусь. В Варшаве, так? Потому что белорусские провладные телеграм-каналы писали, что вы в Киеве. Вы про Киев ехали, так? Но это помойки, и все эти помойки, которые семейка Эйсмонт ведет, они никогда не пишут правду, они всегда ложь пишут. Поэтому не надо смотреть эти желтые сливы, читать эти газеты, которые они издают, и смотреть их телевидение, потому что это лживые ресурсы. Они еще раз это подтвердили. Ни в каком Киеве я не был. Я в Киеве последний раз был лет 10 назад. То, что они придумывают, из пальца высасывают, видимо, у них не хватает интеллекта и креатива. Вот манкурты какие-то снимают постоянно. То есть это лживая, пропагандистская, ресурсная вот эта база, которую Эйсмонт обслуживает. Да, я просто нагадаю для тых, хто не ведае, што на гэтых каналах, я это у вас побачыў, дарэчы, на вашым профілі ў Фейсбуку, спасылку на іх. Там гаварылася пра тое, што вы сустракаліся ў Киеве з офісе прэзідэнта Зеленскага, што вам быццам бы нейкі там праект беларускі хацелі даручыць, каб вы выказваліся ў СМІ пра Беларусь. То есть все гэта лухта. Да, еще абсолютно. Еще про Байдена забыли написать, еще про кого-нибудь там, не знаю. В общем, у них не хватает креатива для того, чтобы придумывать очередные какие-то байки, небылицы. Причем этим они занимаются уже несколько месяцев. Постоянно какую-то чушь про меня пишут. Дмитрий, вы писали, говорили докладнее про то, что съехали из России, покольки погрожала вам физичная расправа. Расскажите, пожалуйста, что вы сами имели на увазе под этим? Вы уже, разумеете, можете про это сказать, находитесь в безопасности. Ну, во-первых, дело открыли, возбудили. Я на самом деле ждал, что несколько месяцев этого некого психоза, который у Лукашенко происходит в голове, я ждал, что какое-нибудь дело прилетит за мои высказывания. Тем более, что не в первый раз мне шли угрозы. Еще до августа 2020 года, я помню, несколько лет назад звонили ректору университета Высшей школы экономики, требовали меня уволить. Это делали работники белорусского посольства. И или там, не знаю, кто-либо, кого-то не просили это делать, но такие факты я имел и поступал, у меня даже бумага есть по этому поводу. Я, правда, пока не публиковал из-за уважения к одному сотруднику, уважаемому человеку Высшей школы экономики, чтобы его не дискредитировать, или просто чтобы он не расстраивался. А так у меня есть даже документы, подтверждающие то, что на ректора оказывалось воздействие. То есть это гнусная белорусская пропаганда, она пытается заткнуть рты. Вот, я вообще ждал, что в августе на меня дело возбудят какое-нибудь, когда вот выскочил Воскресенский с какими-то лазерными указками. И потом мне его жена позвонила в 7 утра, через 2 дня после того, как его арестовали, и сказала: спасите моего Юру, он чуть ли не в морге лежит, в реанимации. Там чуть ли его куда-то там уже все, уже сказали свечи какие-то ставить. И попросила, чтобы я сходил к нотариусу и своей подписью заверил какой-то документ и написал на имя главы Следственного комитета бумагу, что что Воскресенский якобы меня клеветал, и что вот я никакого отношения к этим указкам не имею. Естественно, я ничего не направлял, потому что это, видимо, у них была попытка таким образом меня притянуть в это дело, которые они там склепали на ходу, всех заговорщиков каких-то понаходили по всему миру. Шклярова поймали, который к маме больной прилетел. Тоже его в эту банду заговорщиков записали. Вот. И я вот дождался этого дела. Я ждал, что Лукашенко будет мстить каждому. И когда это дело было возбуждено, я оценил все риски, которые были. Послушал совет Венедиктова, который сказал, что нужно покидать. Тем более, что в последние недели действительно шли такие, достаточно, я бы сказал, не безобидные угрозы, когда пишут постоянно не только боты, но и в личку пишут, что мы тебя повесим там, и так далее, голову отрежем. Я послушал этих советов, и я понял, что лучше уехать, пока не возникла какая-нибудь чрезвычайная обстановка. Вот. И, кстати говоря, вот в
вчера Игорь Макар выпустил неожиданное для меня видеозаявление. Я не знал об этих фактах, он их обнародовал, о том, что якобы какая-то группа даже приезжала или приехала искать меня в Москве и захватывать. Так, Ну, я то есть просто вот вам там не ведаю, даже... что Игорь Макар заявил про то, что группа, здається, складена супрацовников КДБ повинна была вас приехать в Москву арестовать и привезти назад в Беларусь. Я даже ни капельки не удивился, что так могло быть, учитывая, видимо, что Лукашенко сильно на меня возбудился, и только он такие поручения может давать своим подчиненным. Вот. Ну, наверное, навряд ли бы я оттуда физически живой вышел, зная, что Лукашенко человек чрезвычайно мстительный, он никогда не прощает тех, кто его критикует. И известный случай, когда исчезали журналисты и политики белорусские, и бесследно исчезали. Поэтому это опасно. Более того, есть прецеденты, когда белорусов просто вывозили из России, ну, в рамках там договоренности двухсторонних по каким-то там официальным документам и так далее. Плюс я хочу напомнить, что сейчас в российских СИЗО находится несколько белорусских граждан. Вот спортсмен и один, по-моему, шахтер сидит в Петербурге. Еще там какие-то, видимо, случаи есть. Я всех не знаю, к сожалению. Но они находятся в СИЗО, ожидают экстрадиции в Беларусь по политическим мотивам за участие в митингах августа. То есть, таким образом, Лукашенко стучит каждому в двери и каждого пытается запугать. Сейчас он взялся за российский вектор медийный, пытается здесь зачистку сделать. Ну, а як вы самі ацэньваеце вось гэта паведамленне Ігора Макара? Ну, все-таки, разумееце, калі б беларускія спецслужбы дзейнічалі, ну, скажем так, адкрыта, вас бы атрымоўвалі за адкрыта, і пра гэта пазней стала б вядома. Гэта ж таки міжнародны скандал. Расія б себе не дазволіла нават, скажем так, братскай Беларусі дзейнічаць на адкрыта тэрыторыі. Я допускаю, что такое могло быть, но там есть, насколько я знаю, есть некая норма или какое-то соглашение, видимо, в упрощенном порядке. То есть, когда белорусские власти могут заниматься поиском правонарушителей на российской территории и там уже дальше протоколировать это при поддержке российской стороны. То есть могли и легально делать, могли нелегально. Были же случаи, когда белорусские правоохранители нелегально задерживали белорусских граждан на территории России. И они в прессе неоднократно описаны. Я помню, громкий скандал был, по-моему, в 2013 году. Там сотрудников, по-моему, компании «Уралкалий», когда дело было Баумгартнера, их в районе Комсомольской площади в Москве прям поймали, ловили. И были там еще и другие эпизоды, инциденты. То есть это не первый раз, когда белорусские власти могут так вот действовать на территории Российской Федерации. Вот вы зараз згадали про то, что Лукашенко защищает российский медийный вектор, но, принамсі, вот, вы один из его представников. А чему, на вашу думку, это так важно? Вот, в тем лику, скажем, справу супротив вас завести, российский вектор защитить, ну, потому что не ведаете, не змагання это с так зваными ветраками. Потому что телеграм-каналы и так дзейнічаюць, СМИ российские сами говорят про это. Який сенс заниматься этим всем? Вы знаете, он проиграл информационную битву на всех фронтах причем. И он пытается сейчас зачистку делать. Вот министра нового назначил. Думает, что новый министр, его там какой-то близкий, можно сказать, практически родственник, зять Рыцкого. Он рассчитывает, что этот человек наведет там порядок на медиаполе и сделает как надо, как в Беларуси будет работать медиарынок. Но так не бывает. И, конечно, Лукашенко чувствует свой проигрыш, и у него не остается никаких аргументов, кроме как запугивать, арестовывать. Блогеров в Беларуси всех он пересадил, языки всем отрезал. Поэтому он сейчас пытается забрать российский вектор. Он постоянно же жаловался, известна эта история, что он жаловался постоянно российскому руководителю на публикации в центральной российской прессе. Это даже уже и, по-моему, Песков или кто-то комментировал где-то, что Россия она большая, и Кремль не играет, не влияет никак на информационную повестку. Мне никто никогда никакие установки не говорил, что говорить. Я даю комментарии любым медиа, которые ко мне обращались, и государственными, и негосударственными, и там, какие только могли. Поэтому в этой ситуации я просто понимаю, как функционирует российский рынок. Да, я вижу, что есть какие-то государственные СМИ, у которых есть некоторые свои установки. Вот я просто скажу, когда я приходил на российские федеральные каналы, и там была белорусская повестка, мне никто не говорил, какие есть там темы, которые нельзя затрагивать. Говори, что хочешь. Никто никакие цензуры не вводил. Вот. Но в Беларуси очевидно, что это невозможно. И, кстати, помню, приехал один депутат белорусского парламента, говорливый такой крикун был, и он, сидя
в гримерке спрашивал у продюсеров: покажите вашу методичку, которую вам из Кремля по утрам присылают по Беларуси. Ну, там смех был, конечно, в зале, потому что народ не понял, что он имел в виду. Но, видимо, белорусские телеканалы живут по каким-то особым методичкам, которые им поступают, и указания идут, что показывать, кого нельзя показывать. Ну, калі справу супраць вас завялі, вы казалі пра тое, што магчыма, гэта справа была заведзеная за ваше абвінавачванне, хутчэй за то, што вы назвалі Лукашэнку, здаецца, забойцам і фашыстам. Ці вы не адмаўляеце ад гэтых слоў? Ці яны ўсё ж такі не замоцныя фашыст, у параўнанні ўсё-такі мы ведаем усе злачынцы фашызму, як бы там ни было, Лукашенко еще есть куда расти. Нет, абсолютно. И я не один об этом говорил. По поводу убийцы, то, что он убийца, он сам об этом говорил. Он же сам рассказывал, как по его приказу расстреливали людей. Где уголовное дело? Где швед со своим уголовным делом? Ничего нет. Генеральная прокуратура ничего не завела. Кстати, я до сих пор не получил дело. Я его даже не видел в глаза, кроме сообщений в телеграм-каналах и там на ресурсе Белта или на каких-то других. Ничего, я никаких документов не получал, даже не понимаю, в чем меня обвиняют. Что касается фашиста, Лукашенко фашистом, так не только я его так называю. Его вот Маргарита Симонян так называла, например, я помню, видео недавно я где-то нашел. Другие люди его называли, но он же не возбудил против них уголовное дело. Ну, против меня возбудил. Да, я считаю его режим фашистским. Он применяет те же методы классической фашистской диктатуры. Если взять признаки классического фашизма, в Беларуси они все практически сложились. И Лукашенко фактически повторил те свои обещания 1995 года или установки, на которые он ориентировался, когда он цитировал Адольфа Гитлера. Он же тогда сказал, что это соответствует его пониманию президентской власти, роли в ней президента, как это делал Гитлер. Но он приплюнул даже его в каких-то масштабах, по масштабу террора на душу населения в довоенной Германии в 30-е годы. Поэтому, да, чуть можно сказать, что он мягче стал, потому что эпоха поменялась, чуть более такой, можно сказать, гуманный стал руководитель, но он по-прежнему тиран, и я считаю, что он войдет в историю как диктатор, который расколол белорусское общество, государство расколол. Он не строил, не созидал, а разрушал. Поэтому он может обижаться на какие-то те или иные высказывания, но он пытается... Кстати, я хочу заметить, что когда его белорусский народ начал называть фашистом после побоища, которое он устроил в августе прошлого года, Лукашенко, видимо, это принесли эту фразочку, как его фашистом называют. Он потом начал журналистам рассказывать, что он никакой не фашист. И он начал зеркалить, он начал фашистами называть тех, кто ходит с БЧБ флагами. Он начал фашистами или террористами называть лидеров оппозиции. Поэтому он, думаю, что все прекрасно понимает, но у него нет никаких аргументов. Это человек трусливый, загнан в угол, и он будет пытаться любыми силами, методами, только силой будет пытаться сейчас терроризировать белорусское общество, государство, экспертов, журналистов, политиков, кого угодно. Поэтому никаких иллюзий в отношении этого гражданина я не питаю. Дмитрий, скажите, вас называют в Беларуси часто, таким пророссийским притом, в том смысле, что вы працуете в России, там живете в Москве, жили, принаймні. Чому ви думаете, что вас бы так просто, например, выдали российские влады? Все ж таки, вы человек, который ходите на федеральные каналы, ведаете этих людей, скажем, близких неких там до колов, которые принимаются решения, лидеров меркования. Зараз только вы вернете тому, что возникли. Да, тут мне просто прорвался со звонком. Так. Вот. И чему все-таки вы думаете, что вас бы выдали? Потому что у меня белорусский паспорт, у меня нет другого никакого паспорта, вид на жительство я никогда российского не получал. И исходя только из этого, зная, как Россия действует, сомнений у меня особых не было по этому поводу. Политическое убежище Россия не предоставляет Беларуси. Случаев таких не было. Я не знаю, там они, по-моему, правку собирались вносить или внесли, я не отследил год или полтора назад. Я знаю, что после нескольких инцидентов, особенно после украинского кризиса, должны были правку вносить через Госдуму законодательную о том, что Россия дает убежище странам постсоветским в том числе. Там же не было такой нормы. Но думаю, что если даже ее приняли, то
Россия не будет ничего подобного делать и защищать белорусов. Я почему это говорю? Потому что я наблюдаю вот ситуацию вот со спортсменом, который сидит, фамилию, к сожалению, не помню, и вот шахтерам, которые сидят в российских СИЗО и ожидают экстрадиции. Я вижу, что защиты у них никакой особой нету со стороны российского государства. Хотя для России это потеря репутации будет серьезная, имиджевая потеря репутации, если их выдадут белорусской стороне. Россия и так потеряла свой авторитет, и Путин потерял авторитет в Беларуси, поддержав Лукашенко, выступив на стороне диктатора, а не на стороне белорусского народа. Вот. Поэтому у меня никаких иллюзий по этому поводу нет. Более того, я думаю, что в рамках там определенных соглашений и договоренностей, которые существуют, конечно, наверное, есть еще какие-то упрощенные процедуры и так далее. И в этой ситуации, учитывая, что Россия огромная страна, там, прятаться где-то в кустах и там, ждать, что могут в какой-то момент какие-то ограничения внести, я не стал, поэтому я решил сильно не рисковать. Тем более, что я хочу вспомнить эпизод, вот вы говорили про медиазачистку. В декабре 2016 года Лукашенко предпринял одну из таких вот последних зачисток информационного поля. Он тогда проиграл информационную кампанию на российском поле. Он тогда выгнал Якубовича, я помню, и как его звали, Павел Изотович. Там были перестановки медийные. Вот. И была история вот этого дела Регнум. Я не знал этих ребят, я сразу скажу, но я тогда постарался посмотреть, почему, за что их взяли, книжку их одну прочитал. Я как бы не могу там оценивать их публикации, мне абсолютно не важно, о чем они писали. Мне важно, какая была реакция российская и так далее. Единственный, кто тогда подписал бумагу с требованием их ареста, это был Швыдкой Михаил, спецпредставитель президента России. Он сказал, что да, их надо там как-то наказать. Какое-то письмо он даже направлял вот этой даме, которая тогда Министерство пропаганды возглавляла, Ананич. И был эпизод с Юрием Баранчиком. Его тогда пытались в Москве задержать ночью в квартире. Вот. Я ожидал, что и тогда, как раз в тот же период на меня начались наезды в университете. Я тоже ждал, что по мне грохнут, тем более, что вот один такой пропагандист, господин Шпаковский, связанный с белорусскими спецслужбами или там, не знаю, с администрацией Лукашенко, он мне открыто угрожал в эфире, что меня следующего повезут в СИЗО и будут пытать. Какую-то там угрозу, обещал, что меня арестуют. В общем, я ждал, что тогда еще случится это. Вот. Но, видимо, тогда Лукашенко какую-то цель минимальную достиг, там, пытался запугать экспертное сообщество. Вот. Тогда пронесло. Вот сейчас не пронесло, вот возбудили дело. Поэтому риски большие, я решил просто перестраховаться, тем более, что я еще раз говорю, я послушал совета Венедиктова, он в эфире сказал, что ему стоит уехать временно из страны, но насколько временно, я не знаю, потому что, вероятно всего, меня внесут в базу невыездных из Беларуси автоматически из России. И, соответственно, при попытке въехать на территорию Российской Федерации меня могут просто задержать в аэропорту. А вы неяк самі будете цікавіцца ўвогуле гэтай справай, як яна ідзе, звяртацца следчы камітэт, ці не там лісты вам хтось цяпер накіруе, вам это ўвогуле цікава? Я надеюсь, что вот я уже открыт, как можно, только стучал этому шведу, пусть хотя бы обнародуют в публичном виде, опубликуют документ, на основании которого меня не обвиняют и в чем они меня конкретно обвиняют. Я по-прежнему жду, что господин швед возбудит уголовное дело в отношении гражданина Александра Григорьевича Лукашенко по факту его причастности к убийствам, в чем он открыто признавался, выступая перед выборами на каком-то там мероприятии перед своими сторонниками, рассказывая, как в 90-е годы по его приказу расстреливали без суда и следствия каких-то граждан. Я не знаю, они там нарушали закон или нет, но есть правовые инструменты решения вопроса. Почему надо было делать не правовыми способами? Но это вопрос должен генеральный прокурор задать Александру Лукашенко. Не этот генеральный прокурор, так следующий задаст этому гражданину вопрос. И я считаю, что Лукашенко, конечно, понесет ответственность за те преступления, которые он совершил и совершает на территории Беларуси, будучи главой государства, превышая свои полномочия.
Дмитрий, вы вот как раз згадали пару хвілін тому про те, що Путін понес репутаційні страти Білорусі з тим, що потримав Лукашенко. А як ви зараз оцінюєте вогуле, це ніяк міняється? Бо першапачаткова, звісно, там були некие звонки поміж ними, і Півосков підтверджав підтримку, постійно про це казав, і Путін, зустрічі були. Але після опошньої зустрічі у Сочі такої доволі дивної. Вони покаталися на лижах, на неких там снігоходах, і більше нічого про це не було відомо. Щось змінилося в цьому напрямку поміж ними? Я думаю, что в России по-прежнему Лукашенко считают токсичным человеком, политиком. Он в сентябре, встречаясь с Путиным, обещал ему провести определенные политические преобразования в Беларуси, провести политический диалог, реформу, политическую конституционную реформу провести и весной 2021 года провести новые досрочные парламентские президентские выборы. Он ничего этого не исполнил. Получил тогда деньги под эти обещания, ничего не выполнил. На встрече в Сочи, на февральской, я думаю, что Лукашенко рассказывал, как он подавил всех протестунов, что никто больше не протестует, что у него это все Запад раскачивает, что дайте мне денег, я буду с вами вместе. Там Навального еще приплел, какой-нибудь там очередную кассету принес перехвата Майка и Ника. Ну, в общем, такой вот такие байки он, видимо, байками этими кормит Путина. Но думаю, что в России никаких иллюзий по поводу репутации и рейтинга Лукашенко нет. И я думаю, что Россия прекрасно понимает, что Лукашенко – это уходящий политик. Вопрос, когда и как он уйдет. Россия не хотела бы, на мой взгляд, никаких революционных преобразований через улицу. Хотела бы это через конституционные механизмы, чтобы это произошло. Самый простой способ – это уход Лукашенко и передача полномочий премьер-министру. Он решил бы весь политический кризис сегодня в стране, и в переходный период премьер-министр провел бы президентские выборы. Я уверен в этом абсолютно, что любой, даже действующий премьер-министр, неважно, как его фамилия, даже многие могут и не помнить, как его зовут, но он бы обеспечил транзит определенный. И это бы устроило, и, я думаю, и Запад, и Россию. Самое главное, что это устроило бы белорусское общество. Вот. А ситуация, когда Лукашенко затягивает всю эту историю, я уверен, что он ни на какие конституционные реформы не пойдет, он будет время затягивать. А если проведет реформы, косметически их сделает и скажет, ну вы же избрали меня до 25 года, ну вот и в Конституции давайте так и запишем, что полномочия президента сохраняются там до 25 года. Тем более он уже делал такое неоднократно в 96 году, когда провел конституционный переворот, в 2004 году, когда он там продлевал себе полномочия. То есть это человек хитрый, и очевидно, что он уходить никуда не будет. В этой ситуации Россия вряд ли будет его финансировать дальше и давать какие-то ресурсы. На мой взгляд, это очень выглядит для России тоже репутационно плохо. И самое главное, нет понимания, зачем инвесторам приходить на белорусский рынок, который сегодня достаточно шаткий. То же самое касается европейских инвесторов. Вот тут Лукашенко начинается проблема, которую он уже вот вчера заявлял, что самое главное сейчас вызов для него – это экономика. Он понимает, что предприятия банкроты, долги предприятий больше, чем их рыночная стоимость. И, конечно, в этой ситуации у него, кроме как пытаться договариваться с Кремлем и получать какие-то ресурсы, возможности нет. Ну, может быть, какую-то копейку он будет подбрасывать, но только для того, чтобы сильно с голоду не умереть, не больше. На развитие никаких денег Кремль давать точно не будет Лукашенко. А на вашу думку, Кремль ще тісне як у сувязі там з інтеграцією так званої союзної держави, з підписанням дорожніх карт, тому що часом эта інформація з'являється і до кінця не зрозуміло, хто їх ініціює, ці це в углі процес іде. Кількість цих карт постійно то повеличується, то поменшається. Про интеграцию говорит только белорусская сторона, углубленную. Россия не говорит про углубленную интеграцию уже несколько месяцев. Вот после выборов никто из российских политиков, ну, там Медведев, по-моему, как-то комментировал чуть-чуть слегка, так никто не говорит. То есть только белорусская сторона хочет, видимо, под соусом интеграции ресурсы получить. Вот Семашко опять какие-то анонсировал дорожные карты подписания в конце апреля. Я не верю в том, что белорусская сторона пойдет на подписание этих карт, тем более Лукашенко на это не пойдет. А самое главное, что я думаю, мое предположение, что Россия, осознавая, что Лукашенко не имеет легитимности в Беларуси, не пойдет на подписание с ним каких-либо соглашений, которые могут так или иначе вызвать определенные антироссийские настроения в белорусском обществе. Это может спровоцировать и уличные какие-то манифестации. Вряд ли Россия на это пойдет. В этом нет никакой необходимости, на мой взгляд. Но при этом я допускаю, что какие-то вот мелкие соглашения, вот порты, например, вот, два военных объекта, они так или иначе решились, хотя они годами раньше не решались.
видимо, какие-то были такие обоюдные условия, но они абсолютно ни на что не влияют. Это такое, я бы сказал, мелкое решение некоторых текущих задач. Вот. А что касается каких-то вопросов вообще углубления интеграции, реализации полностью союзного договора, я думаю, что этот вопрос и этот вариант невозможен. Я считаю, что этот союзный договор необходимо либо денонсировать, либо переподписать и изменить его, потому что вообще непонятно, что такое государство союзное. Нет такой формы в международной практике, либо это конфедерация образуется, либо какая-то иная форма. И напомню, что это образовывалось в 90-е годы, совсем в другое время, больше уже 20 лет назад. Лукашенко тогда бредил постом в Кремле, и это он под себя в большей степени писал. Вот. И тогда были еще определенные настроения сильные по возрождению Советской империи, Советского Союза. Но сейчас, я думаю, уже другое общество выросло и в Беларуси, и в России. И в России я хочу сказать, что многие люди, и не только обычные, но и на уровне управленцев государственных, особенно молодых управленцев, они видят Беларусь как независимое государство. Они не видят Беларусь в составе Российской Федерации, они рассматривают ее исключительно как суверенное независимое государство. Вот в этой ситуации, я думаю, что так и дальше будет развиваться. Дмитрий, апошняе пытанне. Вы зараз заходзіце ў Варшаве, ці гэта ўжо канчатковы, скажем, пункт вашего пераезду з Москвы? Вы збіраеце долучацца, магчыма, каманда Павла Тушкі ці далей? Я бачу, вы все-таки знаёмыя добра з Ігорем Макаром, пра што стала зразумела з відэа, которое он вчора записал. Я пока, засел или так планирую остаться в Варшаве, но пока дальше никуда не планировал, учитывая, что еще коронавирусные ограничения определенные, полный локдаун. Поэтому думаю, что пока, в Варшаве, пока никому присоединяться не планирую. Если кто-то будет пытаться беседовать, выходить на контакты, я готов буду с кем-то пообщаться с большим удовольствием. Поэтому я открыт к любым, можно сказать, диалогам, но никаким штабам я пока присоединяться не планирую. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў Дмітрый Балкунец, расійскі палітолог беларускага паходжання, які вымушаны быў пакінуць Маскву ў сувязі з крымінальнай справай у Беларусі за абразу Александра Лукашэнкі. Для вас з ім размаўляў Дмітрий Гурневіч у Празе. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.